Кабмин утвердила методические указания по определению нормативных показателей, необходимых для расчета тарифов на погрузочно-разгрузочные работы в морских портах Республики Абхазия. Также утвердил тарифы аккордных ставок. Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Концепция предусматривает расчет себестоимости и применение определенного уровня коэффициента. И, соответственно, проведен расчет уже по определению непосредственно тарифов. Хочу сказать, что последнее решение правительства по изменению тарифов на погрузочные работы было принято только в 2016 году. И с учетом того, что, понятно, себестоимость оказания услуг изменилась за прошедшее время, а нагрузка незначительная. Решением правительства обществу с ограниченной ответственностью Дом отдыха «Черноморская жемчужина» предоставляется право пользования участком недр для добычи подземных термальных вод в Ощемчире сроком на 15 лет. Члены правительства предоставили право пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Кутол и П. Хашба. Кабмин принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии. В рамках соглашения стороны сотрудничают по следующим направлениям: научные и сельскохозяйственные исследования, растениеводство и защита растений, животноводство и здоровье животных, планирование и развитие сельских территорий, рыболовство и аквакультура, экономика сельского хозяйства. Решением правительства утвержден общий допустимый улов хамсы в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов в размере 27 тысяч тонн. Черноморским институтом мы с ними сотрудничаем. Россия и Абхазия – это единственные, наверное, две страны, которые придерживаются квот, придерживаются в основном это то, что происходит в бассейне Черного моря. И поэтому мы, как и ежегодно в этом году, в связи с рекомендацией данного института, мы принялись на первое время, предлагаем в объеме 27 тысяч тонн хамсы. Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в осенне-зимнюю путину привлечение к промыслу рыбы иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами. Также запрещается лов рыбы судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно. Кабмин внес изменения в постановление об установлении норм возмещения командировочных расходов, выплачиваемых за счет средств бюджетной системы Абхазии. Проект предполагает увеличение некоторых норм возмещения командировочных расходов. Данные правила не менялись с 2017 года. Меняем мы их только сейчас, в 2023 году. И они предполагают в абсолютном выражении по Абхазии это будет 250 рублей, то есть на 50 рублей только увеличиваем. В Российскую Федерацию это будет 1200 рублей, только на 200 рублей увеличиваем. В Москву и Санкт-Петербург увеличиваем на 250 рублей суточные. Это будет 1450 рублей. На найм жилья также проект предполагает увеличение в Российской Федерации на 900 рублей. А Москва и Санкт-Петербург на 1200 рублей. То есть можно будет снять гостиницу в Российской Федерации за 5400 рублей максимально, а Москва и Петербург, это самые дорогие города, это 7200 рублей. С 1 января 2024 года будут увеличены единовременные пособия по рождению ребенка, выплачиваемые из бюджета Фонда социального страхования и охраны труда. Выносим проект на 2024 год о повышении в 3-й раз государственных социальных пособий. Такие пособия, как по рождению ребенка для работающих родителей, у нас будет с 22 до 27 тысяч рублей. Для неработающих родителей с 17 тысяч до 22 тысяч рублей. Решением Кабмина принято постановление о списании зданий и сооружений имущественного комплекса «Сухумский мясокомбинат» и ликвидации предприятия. Также члены правительства включили часть имущественного комплекса Сухумской кондитерской фабрики в городе Сухум по улице Эшба в перечень объектов, подлежащих приватизации, а также утвердили условия его приватизации. Они говорят, что они сохранят профиль. Там никакая гостиница не будет, никакой дом отдыха там не будет. Это, знаете, где находится, напротив администрации Сухумского района. Там хотят создать именно технологическое предприятие, значит, по пищевой промышленности. Соискателем, одним из соискателей является Сухумский пивоваренный завод.
Мы считаем, что они в состоянии. Да. Поэтому есть вот мнение, если вы поддержите. Но все процедуры, если парламент утвердит по конкурсу, все эти процедуры будут выдержаны. Также в перечень объектов, подлежащих приватизации, включены имущество бывшего Гагрского хлебзавода, госпредприятие «Абхазхлеб» и имущественный комплекс «Пицунское подсобное хозяйство» Министерства туризма. Утверждены и условия их приватизации. Аля Катрап, Шраму Камки, Абхазское телевидение.